каюсь, но все же всю мою жизнь мне было интересно готовить для своей семьи, что-то узнавать новое, пробовать новые рецепты. И в 2021 году, в ноябре, у меня появилось свободное время, и я решила сходить на курсы выбирала курсы, сперва хотела что-то, может, готовить, но вот наткнулась на курсы по украшению, по оформлению тортов. Записалась, сходила, для меня открылся новый мир. Я узнала о работе с новыми материалами, которых раньше не было. Увидела, что требуется очень много инструментов. В общем, это меня захватило. И по окончанию курсов я для домашних своих тоже начала делать красивые торты. Дальше больше. Я поняла, что знаний моих не хватает. В марте месяце 2022 года я съездила тоже на курсы в Москву по шоу-тортам и свадебным тортам. Там тоже очень много информации, много новых рецептов. Узнала много информации по работе с шоколадом, много информации по оформлению, новинки всякие, очень много вкусов, очень потрясающий мастер-класс был. То есть я прилетела в Якутск и открыла для себя направление по работе тортов необычных, круглых, а мне нравилось создавать торты на основе животных. В общем, в моей голове, когда я где-то шла, что-то видела или картинку какую-то, возникал образ, сразу я преобразовала этот образ в торт, и мне хотелось это воплотить в реальность. И вот дома после работы вечерами я готовила, пробовала. И когда видела, что домашние восхищаются работами, что людям нравится, то есть это все воодушевляло меня для еще больших открытий. Иногда человек хочет, допустим, много заказывает тортов для детей. Для детей у них какие-то новые мультики, какие-то игры они играют. И мне говорят, что вот я хочу торт с таким персонажем. Я начинаю смотреть компьютерные игры или мультики, или фильмы, просматриваю, смотрю сюжеты. И когда, начинаю создавать торт, я начинаю использовать какие-то элементы из этих игр или мультиков. И таким образом, иногда допустим, заказывали торт с динозавром, просто хотели тортик с динозаврами, там медовичок небольшой. Но мне захотелось сделать скульптуру динозавра, и в результате получился там 5-килограммовый торт, стоящий на лапках. Когда ребенок увидел торт у них, и у родителей тоже был шок, что это торт. Не все поверили сразу. А для меня такие моменты являются стимулирующими, вдохновляющими на дальнейшие работы. Первые торты мне было жалко, что я создавала, работала над ними по 5-6 часов, и тут разрезали, и буквально 5 минут, и всей этой красоты нет. Но впоследствии мне уже стало интересно, когда люди разрежут и начнут пробовать, как понравится ли им вкус. То есть я воспринимаю, что это все-таки недолговечный материал, скоропортящийся. И в конце концов я готовлю этот торт для того, чтобы люди восхитились образом и в конце концов попробовали вкус, оценили и насладились вкусом. У меня замечательный муж, который поддерживает меня во всем. И родственники, видя мое увлечение, иногда спонсируют мои курсы. Вот на последнюю инсталляцию я ездила в Новосибирск. Мне помог мой родственник из Москвы, и муж тоже
помог. Некоторые курсы, конечно, сперва я сама покупала. Сейчас мне помогает моя семья. Большое спасибо им за это, за поддержку и за спонсирование. Мне кажется, людям уже приелось однообразие, хочется разнообразия какого-то. Некоторым хочется что-то необычное попробовать. Сейчас многие нацелены на визуализацию. И люди стали более разбираться, более мир открылся для них. Они видят, что бывают и другие торты, не обязательно круглый, там маленький, что можно создавать какие-то скульптурные торты. И, в общем, мне кажется, у нас в связи с расширением границ, появлением соцсетей, люди стали больше интересоваться, и им нравится это. Раньше у меня было хобби садоводства, но сейчас я, конечно, осенью начинаю высаживать. Но когда я пошла на курсы по тортам, возникла потребность, так скажем, в художественном более познании. И я сходила на мастер-класс по масляной живописи на холсте. Мне тоже очень увлекло это хобби. Но в данный момент у меня времени не остается, но тем не менее у меня есть несколько картин моих, и я в любое свободное время стараюсь дальше создавать картины. Мне нравится писать живописью, маслом на холсте. И я хочу использовать это в оформлении тортов. То есть хочется создавать работы живописные на торте. Оказывается, кулинарная скульптура, живопись требует достаточных знаний в области физики, в области математики, химия, физика. Тут задействовано очень много процессов, которые, не погрузившись, даже не задумываешься над этим. Допустим, математические формулы по расчету площади торта, по потребности материалов затраченных. Поэтому это очень такая глубокая сфера. Я еще не все знаю, мне нужно погружаться. Я занимаюсь всего 1,5 года, но я думаю, что вот это занятие необходимо более узнать некоторые моменты, вспомнить программу школьную. Оказывается, всей жизни все это требуется. А о себе что узнали? О себе я узнала, что у меня какой-то есть, внутри был спрятан все это время какой-то, видимо, потребность или, может, талант это был у меня, не знаю, я раньше не проявлялось это, но я удивлена, что я могу руками создавать такие произведения, которые людям нравятся. К этой работе я пришла в августе месяце. Я наткнулась в социальных сетях на фотографии носорога. И увидела, что это носорог из шоколада. Там много было деталей разных, хотелось его рассматривать. Потом узнала, что это создает девушка из Новосибирска Любовь Ки. И мне захотелось очень поприсутствовать на создании скульптур из шоколада. Та скульптура, по-моему, весила 100 с лишним килограмм, над ней трудилось тоже много человек. Я хотела записаться на следующий мастер-класс. Она создавала верблюда, там 100 с лишним килограмм тоже было, 50 килограмм тортов. Но к ней была большая прямо очередь, уже мест свободных не было. И я караулила, смотрела постоянно за ее страничку и ждала, когда следующий мастер-класс будет. Инсталляция называется. И в конце года
конце года она объявила о том, что собирается более масштабный проект, еще больше, чем это все было. И вот мне повезло записаться и попасть к ней. Я рекомендую пробовать себя во всех начинаниях. Сейчас много информации, очень много информации в разных спектрах искусства. Там кто-то вяжет, кто-то делает торты, кто-то создает картины, кто-то занимается ювелиркой. Поэтому я считаю, что вам нужно пробовать, искать себя и, конечно, своим мужчинам поддерживать женщин в начинаниях. Простую лепку, ну, допустим, можно сделать вафельный цветок. Я могу сказать, что есть съедобная вафельная бумага, продается во всех магазинах. Можно отрезать полосочку, один край создать неровный такой и смочить с пульверизатора водой простой и на проволочку скатать вот этот цветочек. Водой слепить, и получится прекрасный цветок. Подарок женщине, маме, подруге.